В Вене проходит конференция ОБСЕ, где представители Меджлиса рассказали о преследованиях крымских татар. Там же находится наш корреспондент Шевкет Наматулаев. Он принимал участие в обсуждении преследования непророссийских СМИ в Крыму. В своем выступлении он рассказал о судьбе нашего телеканала, почему АТР прекратил вещание на полуострове. Сегодня в ОБСЕ обсуждали тему репрессий национальных СМИ в Крыму. В частности, я, как журналист телеканала АТР, рассказал про репрессии, проводимые против нашего телеканала. В подтверждении продемонстрировал видеоматериалы про обыски в здании АТР, как препятствовали члены самообороны нашим журналистам проводить съемки, как и почему телеканал АТР был вынужден перебраться в Киев и начать вещание с украинской столицы. На заседании были члены Российского союза журналистов, которые пытались нам возражать, говорили о том, что в Крыму не проводились репрессии против национальных СМИ и то, что телеканалу АТР никто не препятствовал работать на полуострове. Были вопросы, были представители из Российской Федерации, которые, конечно, всячески пытались первоначально отрицать, но, получив от нас дополнительную информацию, им уже некуда было деваться. Во всяком случае, в конце представитель Соединенных Штатов Америки заявил о том, что была очень полезная и важная информация, над которой стоит задумываться и дальше работать для того, чтобы оказать всяческое содействие прекращению развития языка ненависти в отношении крымско-татарского народа и развитию крымско-татарских СМИ. Эксперт Крымско-татарского ресурсного центра Борис Бабин рассказал о ненависти российской пропаганды по отношению к крымским татарам. Подтверждение своих слов привел и показал дневник крымчанина, который раздавали крымским школьникам. Школьнику дается для каких-то первичных знаний о жизни. Здесь, например, есть герб, флаг, полезные ископаемые основные, карта, казалось бы, и тезис. Краткая историческая сводка, как развивался Крым. Цитирую. С 1991 года рост националистических настроений среди вернувшегося после депортации татарского населения. Активный захват территорий. Сначала в степной части Крыма, а в последнее время и попытки самозахвата территорий на южном берегу Крыма. Все это происходит при молчаливом попустительстве украинских чиновников и мощнейшей финансовой и идеологической поддержки турецких властей. Подчеркиваю, это не газета, это не медиа, это дневник для школьников младших классов. То есть, после этого вообще можно относиться к данным властям, к данному государству, к его политике исключительно с научной точки зрения, потому что, скажем так, ничего человеческого к этому, честно говоря, испытывать нельзя. Глава Крымско-татарского ресурсного центра и член Меджлиса Искендер Бариев принял участие в расширенном заседании проводимого дополнительного совещания ОБСЕ, на котором он рассказал о том, как работает российская пропаганда в Крыму, о том, что российские СМИ замалчивают, о том, что происходит в Крыму, о том, что людей задерживают по национальному признаку и обвиняют в терроризме и экстремизме. Кто скажет вот этим 30 политическим заключенным, дети, которые 67 человек, сегодня оказались без родителей? Кто скажет этим 15 пропавшим без вести и 12 погибшим, их родственникам? Потому что данные средства массовой информации, ни одна российская средства массовой информации, в том числе и «Звезда», не давала информацию об этих событиях в Крыму. Расширенное совещание ОБСЕ продлилось 2 дня. Вчера здесь участвовали крымские адвокаты и правозащитники, которые рассказали про уголовные дела, начатые против украинских и крымско-татарских активистов, и о том, что в Крыму людей уже начали судить за высказанные мнения. Шевкет Наматулаев, Заман, АТР.